Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Меня зовут Аюпов Яков Юнасович. Я родился 1 сентября 2020 года в деревне Митюбаш в Белорусском районе. Что вам запомнилось больше всего во время вашей службы? Меня призвали в армию в сентябре 1940 года. Я попал служить на Дальний Восток, войска ПВО, противовоздушной обороны. Служил в 195-м отдельно зенитно-артиллерийском дивизионе. Охранял железнодорожные мосты на реке Бурия, Зелье. Перед нами была поставлена задача не давать подняться японским самолетом в воздух. Я был командиром орудийного 40-миллиметровой зенитной пушки. Личный состав вражеский, Квантунской армии, был так подготовлен, яры, они живым не сдавались. Так, кончались самоубийством, распарывали животы, уже не сдавались. И город Харбин, столица Маньчжурии, так, вся была, значит, подготовлена против нас. Японские состав готовили с ножами солдат. На 25 метров в любое место попадали нашим ребятам. Мы сколько тренировались, так не научились с этими ножами работать. Так, все реки, колодцы, все были отравлены. Так, воду завозили для питьевой воды, завозили из нашей родины. И их воду пить было нельзя. До начала японской войны наше вооружение, значит, 82-миллиметровые зенитные пушки. Так, потом, когда началась наша война, нас перевооружили так, орудиями американского изделия, 40-миллиметровыми зенитными пушками, которые стреляли термическими снарядами. На 3000 метров так самолет сбивали. В Японии встречались мы бывшими белогвардейцами, которые после 17 года убежали в Японию. В Маньчжурии было много наших русских граждан. Они нас хорошо встречали, даже старые жители, русские, бывшие белогвардейцы, даже плакали, встречаясь с нашими солдатами и офицерами. До начала войны еще с Японией они на Дальнем Востоке крали пограничников, которые стояли на посту. Из Амурской флотилии 3 человека украли, и так эти неизвестно куда дели их. Нас командование строго предупреждало быть осторожным, не поддаваться японцам. Очень боялись, чтобы, значит, нас не крали. Расскажите о взятии города Харбин. Город Харбин так стоит, как все равно в шашке, кругом сопки. Так, сопки покрыты карликовыми дубами. Харбин было занято за 3 дня. Основная сила японцев против нас подготовленная в Харбине. Около 1,5 миллиона человек личного состава. Они так были подготовлены, это личный состав, вот этой Квантунской армии, разбежались в горы, в эти дубы. Через 17 суток, наподобие наших партизанов, нападали на наши части. Так, команда была, значит, сжечь эту гору. Гора Харбинская была с нашими силами, нашими войсками сожжена.
Чему вы посвятили свою жизнь после того, как вернулись с войны? Я демобилизовался в июле 46 года. Я переживался в армию из третьего курса Уфимского лесотехнического техникума. После возвращения заочно окончил Бузулукский лесного техникума. В августе 47 года женился. После окончания техникума поступил в Башкирский сельскохозяйственный институт. 40 лет работал в лесном хозяйстве. Лесничим Бежулакского, Безвейского лесхозов. За период работы в Беловежском, Мягкинском районах под моим руководством было посажено 3500 гектаров леса в Гослесфонде. 1500 гектаров придорожные полезащитные леса. Кроме основной работы, принимал активное участие в общественной жизни лесхоза города и района. 12 лет возглавлял партийную организацию, 6 лет Совет народного контроля Беловежского лесхоза. А почему местные жители называют вас патриархом лесной отрасли? Меня называют патриархом Беловежских лесов. Я в 5 класс приехал учиться в средний 1. Так. Тогда Белебей был кругом в лесу. Вот это улицы Красноармейские, улицы Крестьянские, улицы Советские. Так, были тополями. Так, высажены. Так, за годы войны они не только на улице тополя, даже на горе, вот эта гора долгая называемая, она была вся в лесу. Так, склоны горы, на склонах горы росли дубы, так, вишня, дикие вишни. Приехал в 46 году, вернулся, демобилизовался. Белебей стал голый. На горах лесов нет, на улицах деревьев нет. Я вообще лес любил с детства. Меня, значит, вспомнилось эти леса и решил поставил перед себе задачу, если получить специальность, так, лесного хозяйства, возьмусь озеленить город и вокруг города. И я свою задачу выполнил. Я же говорю, значит, 900 гектаров внутри города и вокруг города посажено по моим проектам, по моим участиям, под моим руководством. Вот меня поэтому называют патриархом Белебеевских лесов. Якуб Юнусович, а вы считаете себя счастливым человеком? И в чем ваше счастье? Я себя считаю счастливым человеком. За годы мирной жизни с женой, с Розой Исаповной, вырастили, воспитали 4 детей, 2 сыновей, 2 дочерей. Они работают по специальности прекрасно. Я горжусь ими. Подарили мне 9 человек, внуков, внучек, уже внуки, внучки подарили 11 человек. Меня считают в городе счастливым дедом. Якуб Юнусович, спасибо вам за эту интересную беседу. Спасибо за победу. Я горжусь тем, что я знаком с таким человеком, как вы. А что бы вы хотели пожелать нам, молодому поколению? Мое пожелание – это не знать вам войны, не видеть вам войны, голод, нищету. Берегите Родину, будьте настоящими патриотами. Обязательно учиться. Получить специальность и приносить пользу своей стране. Будьте счастливы. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.